С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Это система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности. В связи с этим до конца нынешнего года налогоплательщикам необходимо подать в налоговую службу заявление о переходе на другой специальный режим. Если такое заявление не поступит, то налогоплательщики перейдут на общий режим, сообщают специалисты. Подходящий режим налогообложения наши налогоплательщики могут выбрать на сайте ФНС. То есть там есть такая услуга подобрать новый специальный налоговый режим. Также хотелось довести до наших налогоплательщиков, что у нас с 1 ноября 2020 года введен на нашей территории, нашей республики, новый специальный налоговый режим. Это налог на профессиональный доход, так называемый самозанятый. Это налог очень прост в своем применении. То есть нашим налогоплательщикам нужно просто скачать в мобильном приложении данный налог. Поспешить с оформлением документов нужно и налогоплательщикам, которым полагаются меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о предоставлении до конца года субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Например, по Республике Ингушетия у нас было подтверждено 604 заявления о выплате указанных субсидий, и выплачена сумма почти в 13 миллионов рублей. То есть эти меры поддержки были оказаны во втором квартале, и выплаты проходили вплоть до конца второго квартала, то есть июнь этого года. Всего в Ингушетии зарегистрировано 213 организаций и 741 индивидуальных предпринимателей, которые могут воспользоваться данной безвозмездной субсидией при условии соблюдения определенных требований, указанных в постановлении правительства страны о мерах поддержки. Каждому из налогоплательщиков были направлены уведомления о возможности получения субсидий. Заявлений было 604 подтвержденных, и при этом в отношении более 1000 налогоплательщиков. То есть имеется в виду, что подразумевала эта поддержка для выплаты зарплаты работникам, для добросовестных налогоплательщиков, которые сохранили свой штат в количестве не менее 90% от мартовского, плюс которые не имели задолженность, точнее имели задолженность менее 3000 рублей и относились к пострадавшим отраслям экономики. Им выплачивались в отношении каждого сотрудника, и если обратился индивидуальный предприниматель, в отношении него тоже минимальный размер оплаты труда. Отметим, что в июне 2020 года в Ингушетии были приняты несколько республиканских законов, предусматривающие снижение налоговых ставок и предоставление льгот по транспортному налогу на имущество организаций патентной системе налогообложений. По упрощенной системе налогообложения была снижена ставка, например, для налогоплательщиков, которые были зарегистрированы после 1 января 2020 года, ставка была снижена вплоть до 0%, а для тех, которые ведут базу как доходы минус расходы, для них 3% и по доходам 7% соответственно. То есть снижение шло с 6 и 15%. Говоря об оплате налогов, срок для всех россиян един – до 1 декабря каждого года. Это если речь идет о налоге на имущество, транспортные и земельные участки. Жители, которые не оплатили задолженности вовремя, ждут штрафы и проценты. Если налог не оплачен, начисляется пеня. За каждый день просрочки будет начисляться пеня на весь остаток задолженности, который не оплачен. Налоговый кодекс предусматривает направление уведомлений нашим гражданам, то есть всем гражданам Российской Федерации, в том числе и жителям Республики Ингушетия, за 2 месяца до наступления этого срока 1 декабря, чтобы мы успели оплатить свои налоговые обязательства. Тот, кто не успел, тому уже будет начисляться пеня, и они должны оплатить уже в соответствии с суммой пени. Оплатить просроченные счета можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, через МФЦ или портал госуслуг. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.